Китайские власти объявили о денежном вознаграждении и высокой заработной плате для ханьцев, готовых переселиться в Восточный Туркестан и занять место миллионов мусульман, содержащихся в лагерях и находящихся во внутренних регионах Китая на принудительной производственной службе. По сообщениям Turkestan Times, в официальном обращении к народу власти пообещали китайцам, добровольно переселившимся в Хотан, выделить жилье, рабочие места, высшее образование и социальное страхование за счет государства. Заработная плата сотрудников, окончивших магистратуру, составит $1000. Единовременная помощь для переселенцев в Восточный Туркестан составит $7000 и 15 тысяч для тех, кто желает приобрести жилье. Доктора будут получать по $1200 ежемесячно. По неофициальным данным, в 2018 году в Китае было казнено 1000 человек. Международная организация Амнистии заявила о снижении смертных казней по всему миру за последние 10 лет. В докладе организации за прошлый год указывается, что в 20 странах было казнено 690 человек. В Иране смертные казни снизились на 50%. Омар аль-Башир, захваченный во время военного переворота, сложил свои полномочия, после чего последовала отставка министра обороны Авада бен Ауфа. Несмотря на заявление временного президента Алжира Абдулькадира Салиха, объявившего о президентских выборах, которые состоятся 4 июля, тысячи людей снова вышли на улицы. Протестующие начали стекаться в различные части столицы, после чего проследовали к зданию Центральной почты. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции выступил с заявлением, в котором осудил решение Израиля построить дополнительные 4500 домов в еврейских поселениях, расположенных на западном берегу реки Иордан. На территории, оккупированной Израилем в 1967 году, находится 250 тысяч незаконных еврейских поселений и проживает более 400 тысяч евреев.